Могу определенно сказать, что, как я уже упомянул раньше, это ключевые наши союзники в регионе, которые, собственно говоря, оказывали нам поддержку на самом деле и за пределами Закавказья. То есть добровольцы из Южной Осетии, Абхазии активно участвовали в качестве добровольцев в спецоперации на территории бывшей Украины. Россия, естественно, также отвечает взаимностью и совместно с двумя упомянутыми республиками мы стараемся создать новую инфраструктуру безопасности в Закавказье. Потому что не секрет, что существует риск и разморозки конфликта с Грузией, во что активно Тбилиси пытались втянуть западные страны, что, кстати, лидеры грузинского режима официально признавали. С другой стороны, Армения на текущий момент декларирует готовность к выходу из ОДКБ. И сейчас непонятно, как в этих условиях мы можем обеспечить нашу коллективную безопасность в нестабильном регионе. Очевидно, что Россия здесь будет опираться на сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией и стремиться к решению всех вопросов или как минимум к тому, чтобы наши территории совместные были в неприкосновенности. Без учета того, как будет развиваться обстановка в Баку, Ереване и Тбилиси.